Чай зенер прайзна пис уздера чабас хакастин роктерн. Köre безербис, взглянем, посмотрим ибдегатоксты. Я тут за основу взял Евгению, вот работу Евгения. Там он выставил в Хакас язык плюс в Ютубе. И давайте сейчас разберем этот пример как раз вот по домашнему заданию. Вот смотрите. Давайте, Евгений, я попрошу вас, чтобы вы прочитали хорошо. Это уже исправленный текст. И мы сейчас будем смотреть, как и почему так должно быть. Миның чарлам, миның искерим, миның ойдайым, оңдайым. Так, ну, вы поняли, да, Евгений, что там шарлых, да, вот смотрите, там было шарлагым. Смотрите, вот есть в хакасском языке некоторые примеры. Вот, честно сказать, я знаю, какое количество этих слов, потому что, ну, пока я не видел исследования, у меня самому просто времени нет, просмотреть, какие слова, в каких словах выпадает, а в каких словах не выпадает. Но это возможно работать не во всех случаях. Вот смотрите, шарлаг, там вот минын шарлагым, да. Вот смотрите, если тут, так, мы посмотрим сейчас, подождите, вот минын шарлагым, видите? Таблица, перчеда таблица. Я кончаю. Да, шарлаг заканчивается на согласные, да, шарлаг по твердости должно быть шарлагым. Было все правильно сделано, технически, формально правильно было сделано. И с точки зрения грамматики верно. Но сейчас происходит стяжение шарлага. Я тут прописал, да, шарлаг, и хакасы почему-то начинают сокращать вот этот вот г, в общем, его выкидывают, просто он выпадает, да, и превращается в а, и получается минус шарлам. Ну, вот, это современная тенденция идет, да, минус шарлам. И так пишут теперь уже в газетах. Минус шарлам, допустим, шарлагом. Шарлаг – это объявление. Именно объявление. Вот кто-то что-то сделал, дал объявление, да, минус шарлагом. Минус шарлам. Искрыг – сообщение. Искрыг точно так же. Искрыгм. Формально все верно было сделано. Но единственное, вот опять вот это вот идет стяжение. Искрим. И правило стяжения, запоминайте, вот выпадает согласное, да. Вот это а остается. Видите? А. Вот это а, ну вот оно. А вот превращается во второе а. Поэтому тут два а получается. Шарлам, допустим, да. И искрыг то же самое, вот этот кстати, он тоже трансформируется в и, вот этот второй и, вот этот, да. И следующий где он тоже превращается в и, получается искрим, мином искрим. Ну и так далее. Дальше уже по тексту давайте, вот, Евгения, дочитайте до конца. Все-таки тут запомнить это как исключение или тут логическая связь есть, просто я понять не могу, что при каком условии меняется буква. Вот я тоже, это не исключение, это тенденция. Еще раз говорю, что я пока не знаю, в каких случаях конкретно выпадает, а каких нет, потому что и слова, где-то эта тенденция остается. Ну, когда-нибудь, ну, потом, я думаю, встретятся примеры, я об этом обязательно скажу. Это не во всех случаях происходит, но такая тенденция есть. Потому что, видите, язык – это же живое явление. Какие-то правила, новые правила приходят, какие-то правила устаревают. Вот этот процесс сейчас, это процесс создания новых правил. Хотя, если скажете «мина шарлагом», как бы ошибкой не будет на самом деле. Это не ошибка. Можно. Поняли, да? То есть сказать «мина шарлагом», «мина шарлам». «Мином искригом» уже некорректно. «Мина искрим» уже все привыкли. Вот искриг уже все привыкли. А шарлаг еще не привыкли. Поэтому и шарлагом правильно, и шарлам тоже верно. А вот искрим уже только искрим. Уже все привыкли, все говорят мином искрим. Но природа искрим, знаете, вот, что оно вот исходит отсюда. Ну, по сути, вот это тот ответ, вот, говорю, вот когда вы в каком случае, да, вот этот вот переходный период вот сейчас. Искрим, он уже все перешел. Все, тут уже сомнений нет. Мином искрим. Какие слова еще по подобным образом спрягаются? Вот у меня просто примеров нет, статей я еще пока не знаю, вот, на эту тему не читал, поэтому пока вот на таком уровне могу ответить.
Ну и давайте вот дальше синен. Прочитайте дальше. Синен чарлан, синен искерин, синен унгдаин. Ондайын. Ондай. Привычка, способ, да. Дальше. Анын чарла, анын искери, анын унгдайы. Ондайы. Ондайы. Сейчас. Он онгдайы. Ондайы. Так, дальше. Да, дальше прочитаем. Пистин чарлабыз, пистин искерибыз, пистин онгдайыбыз. Ондайыбыз. Тут вот этот вот аффикс идет. Ыбыз. Ондайыбыз. Ондайыбыз. Дальше. Сирернің чарлаңар, сирернің искеріңер, сирернің өңдайыңар. Ондайыңар. Ондайыңар. И оларның. Дочитайте. Оларның чарла, оларның искери, оларның өңдайы. Ондайы. Ондайы. Ну, сейчас хорошо. Так, давайте дальше. Смотрите, давайте мы сейчас сделаем такое задание. Вот тут есть слова. Мы вот берете то же самое вот это, да, вот эти вот местоимения минным, синным, аным, пестым, серерным, уларным. И мы к ним теперь будем присоединять вот эти вот слова, да. Минным. И давайте вот, Юля, с вас начнем. Как скажете? Минным, квартира. Вот. И добавляйте аффикс нужный, который. И переводите. Синен квартирам, моя квартира. Синен квартиран, твоя квартиран. Да. Твоя квартира. Твоя квартира. Анан квартира зе, его квартира. Пестен квартира без, наша квартира. Сырернан квартира нар. Квартира нар. Да, квартира нар. Уларнан квартира зе. Если у вас там есть возможность, я вам отправлял вот эту таблицу. Вы можете, если, ну, лучше было бы, конечно, отпечатать, да, и подглядывать, когда вот, скажем, для выполнения заданий, да. Ну, в общем, вспоминайте. Смотрите, давайте так, Оксана, Туре. Надо будет мином, сином, аном и вот дальше. Туре, как переведете? Дом, изба. Да, Туре, да. Ну и поехали. Мином. Мином, туре. Мином, туре. Так, как скажете? Туре. Прибавляйте на глаз. Турам. Мином, турем. Мином, турам. Да, сином. Сином, турен. Турам. Турен. Орте, сином, турам. Аном, турезы. Орте, аном, туразы. Я тут открыл. Так, дальше. Пстын, туребыс. Турабыс, пстын, орте. Сирернын, туреңар. Серерно, турангар, орте. Оларның. Оларның турезы. Орте, шахсы. Так. Так, сейчас переключусь. Так, давайте следующее. Кухня на русском языке пусть будет, да? Ламан, попробуете? Я тут сейчас смотрю. Да, без проблем. Давайте так вот. Тут, смотрите, кухня, да? И спрягаем вот по этому столбику. Хорошо. Минен. Минин кухнярым. Кухням. Кухня. И прибавляйте просто минен кухням. Минин кухням. Сенин кухнян. Синен кухнян. Ортем. Сенин кухнян. Анын кухнязы. Анын кухня. Не торопитесь. Анын кухнязы. Анын кухнязы. Так. Пистин кухнябыз. Орте пистин кухнябыз. Сиренер кухняңар. Серернин кухняңар. Орте правильно. И аларнын кухнязы. Орте, оларнын кухнязы. Ну, сообразили, да? В общем, да. Я вам потом вышлю вот эту таблицу, его у вас нет, потом вам дам. Так, давайте еще один пример возьмем. Давайте самнах, ложка в хакасском языке аламан.
Самнах, распрягаем его. Но смотрите, самнах заканчивается у нас на гласные, да? На согласные, прошу прощения. И мы теперь спрягаем вот по этому столбу. Самнах. Иннан. Менин самныгым. Во, самнах. И смотрите, вот правило. Х попадает между двумя там самнах, самнахым, да, а и самнагым получится. Х превращается в г. Понятно, да? И так дальше продолжается. Синан. Сенин сагнагың. Синан самнагым, твоя ложка. Так. Анын сагнагы. Аның самнагы, его ложка. Пистин сагнагыбыз. Біздің самнағыбыз. Сиреңер сагныңар. Самнағыңар. Сірерінің самнағыңар. Оларның сагнагы. Вот, оларның самнағы. Ну, в общем, примерно поняли, да? Так, давайте дальше, Наталья, возьмем слово «щирще». Вот «щирще» – перевод «блюдца». Так, и склоняем. Щирщем. Так, мином. Мином щирщем. Синен щирщен. Анын щирщезе. Орте. Пыстын щирщебіз. Сірернін щирщенер. Орте. И оларнын щирщезе. Щаксы. Так, понятно, да? Ну, в общем, смотрите, дома что надо будет сделать? Вот под этим видео также надо будет выставить, ну, давайте вот эти остальные слова, которых здесь нет, ну, которые, давайте вот эти слова, в общем, их все вы прослоняете. 5 примеров отсюда возьмите 5 примеров отсюда. В общем, да. Теперь давайте переведем на хакасский язык. Смотрите вот внимательно. Юлия, давайте с вас начнем. Смотрите, как переведете «в моей школе». Не торопитесь, в моей школе. Минен школа. Дым. Школа Д. Школа, да. Моя же, да, притяжательный, как скажете, моя школа. Минен школам. Во, минен школам. И прибавляете что? Место. Д. Во, школам. Минен да. школам Д. Во, минен школам, да. Понятно, да? Минен школам, да. Так. Следующее. В твоей книге. Книга. В твоей. Минен книгам Д. Так, а ты Ой, сейчас, секунду. Книга, это на гласную. Минен книгам Д. Ты правильно говоришь, на минен книгам, да. А если в твоей? А, синен книга. Вот. Н. Книга. Д. Книга Д. Во, книгам, да. Понятно, да? Синен книгам, да. В твоей книге. Синен книгам, да. Так, шахсы. Оксана, давайте попробуйте в его квартире. Его. Так, смотрите. Его Анн, да. Анын квартира Д. Так, квартира. А аффикс принадлежности надо поставить. Квартира. Квартира Д. Так, уже, да, чувствуете верно, да, квартира. Смотрите, прибавляем вот это что-то. Квартира З, да. Анын квартира З. Но квартира З, и там я хотел потом сделать добавление, есть аффикс места даде и нда нде есть еще, вот, на согласную. Анын квартира З нде. Да. Понятно, Анын да? квартира Д. Во, в его квартире. Понятно, да? Анын квартира З нде. Так, давайте переведите, Оксана, тоже, в нашей семье. Наша как будет? Пстым сюберем. Так, наша семья сначала. Пстым сюбере. Пстым сюбере. Сюбере. И ставите аффикс, который поставите. Пстым сюбере. Без Во. Д.
Вот. Наша семья пистым сёберебис. Вот смотрите, вот еще раз. Если вы скажете пистым сёбере, это русская калька. В хакасском языке обязательно семья должна кому-то принадлежать. Пистым сёбере бис. Видите, да? Пистым сёбере бис. И дальше ставить уже место. То есть где сёбере бисте. Сёбере, да, бис. Сейчас, подождите. Плюс Т. Вот так вот будет. Пистым Пистың сёбере- сөбіребісті. Да, пистың сёберебисте. Понятно, да, откуда вот этот бис? И вот всегда, когда мы говорим пистың середным, обязательно, если какой-то существительный или объект какой-то, он обязательно кому-то должен принадлежать. Обязательно. Просто миның семья, миның шир, миның машина не говорят в хакасском языке. Миның машинам, миның ширим, миның турам, квартирам, да, и так далее. Вот. Пистың сёберебисте. Так, давайте, Евгений, в вашей семье как вы просклоняете? Сирерның сөбере нерде. Орте, молодец. Серерның сөбере нерде. Хандра, да. Поняли, да? Сөбере нерде. Сөбере нерде. Я тут дальше уже расписывать не буду. Серерның сөбере нерде. Ну и последнее тоже, Евгения, давайте. В их театре. Оларның театр зында. Так, театр заканчивается вот. Театры да. Орта. Театры нда. Орта. Театры нда. Театрында. Оларның театрында. Поняли, вот, идею поняли, вот эти вот упражнения, смысл какой, что какой-то объект, он кому-то принадлежит, да, обязательно надо пристегивать сначала ставите вот эти вот аффиксы, ну вот, если нагласные, вот эти случаи, да, если на согласные эти, а потом только ставите аффикс места, поняли? Или аффикс направления, может быть, или аффикс еще чего-то там, допустим, то есть это поддержанный аффикс, условно, да. Ну, давайте еще раз потренируемся. Давайте вот, Юля, вот, минным школам, вот эти вот переводы просто теперь уже по-быстрому прочитаем. Школам, да. Синын книганын, да. Анын Так, Синын книганын, да. да, Книганды. да. Анын квартирасында сөбересті. Пистым, называй пистым. Пістің сөберестің. Сөберебисте. Четко произнеси. Сөберебисте. Сөберебісті. Пістің сөберебісті. Да. Сырырның сөберенерді. 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 И Сырыр. Оларның театрында. Оларның театрында. Ну, я как бы местоимение не стал тут прописывать, как вы понимаете, подразумевая, что вы местоимение знаете. Давайте, Евгений, теперь еще раз полностью все примерно зачитать. Минның школамда и так далее. Минның школамда, синның книгаңда, аның квартирасында, зында просто. Пістің сөберебісті. Сірерның сөберенерді. Оларның театрында. Оларның театрында. Ага. Так, давайте Оксана. Минның, синның. Миның школамда, сенің книгаңда, аның квартирасында, пістің сөбіребісті, сірерның сөберенерді. Сірерның сөберенерді. Сөберенерді. Еще раз. Сірерның сөберенерді. Ага. Сөберенерді. Так. Оларның театрында. Оларның театрында.
театрында. Жақсы. Давайте, Ламан. Менің школамда, сенің книгаңда, аның квартирасында, біздің сөбіребізде, сиреңнің сөбіріңерде, аларның чатырында. Жақсы. Наталья. Менің школамда, сенің книгаңда, аның квартирасында, біздің сөбіребізде, сирернің сөбіріңерде, оларның театрында. Так, предстиг я. Ну, Суруглар, парба, вопрос есть вот по данным переводам? Суру жоқ. Так, Евгений, может быть, вопрос есть. Так, вопросов нет. Да. Чем? Так, давайте вот теперь, ну, у нас тут сейчас время заканчивается, еще несколько минут осталось. Ну, смотрите, домашнее задание, еще раз, давайте так я повторюсь. Возьмете вот эти вот слова, ну, отсюда выберите, какие вам нравятся, или свои можете дополнить. Так, где-то 5 примеров возьмете. Давайте 6, наверное, примеров на каждое местоимение. Миның, синің, аның, пістің, сірірнің, улырның. Придумайте по одному слову. Вот, ну, любой объект, из этого можете сами взять. Не бойтесь использовать русские слова, пока для примера, для грамматических построений. А потом дальше уже будем переводить. Я буду реагировать уже там в Ютубе и поправлять. Там же, ну, мне тоже надо учиться. В общем, привычки же тоже надо складывать и вам, и мне. И еще давайте вот более интенсивно общаться в WhatsApp. Я тоже буду стараться там поправлять, и уже эти же фразы, которые вы, допустим, прописали в Ютубе, вы можете их повторить в WhatsApp. Почему? Потому что надо будет проговаривать. Говорить надо. Вот навыки говорения, аудирования мы должны еще реализовывать вот где-то. Ну, сначала давайте будем учиться делать в WhatsApp. Так, ну, в общем, пока вот таким образом у нас сегодня занятие короткое получилось, но тем не менее, как бы мы учимся понимать. Менің сөбірім бар. Так, так, вопрос. Сурухабек Оксана. Хажин классы бас. Это всегда так? Да. Двойная «с». Да, смотрите, вот насчет класс. Там в хакасском языке, в русском языке 2 «с» пишется, но когда это слово трансформируется через хакасский аффикс, там вот этот 2 «с», он становится одним «з». Клазыбс. Там 2 «с» не надо писать. Клазыбс. Вот так. Күзінек. Кюзинек, вот смотрите, вот опять ответ на вопрос Евгения. Кюзинек, да? Кюзинек, вот давайте еще раз тут пропишу. Кюзинек, вот. Тут тоже вот это вот и происходит стяжение. Кюзинегбис, вариант, да? Кюзинек, и смотрите, вот если мы возьмем кюзинек, пистын, допустим, да? Кюзинек. И без должен быть, видите, да, кюзинек и без. Вот смотрите, по мягкости. И получается к, вот он же оказывается между двумя гласными, между и е, и получается кюзинегбис, да, кюзинегбис. Ой. Так, кюзинегбис. И вот смотрите. Кюзинегбис. К превратилось в г. Кюзинегбис. Но сейчас происходит стяжение. Сейчас кюзинегбис, если скажете, тоже верно. Но чаще стали писать кюзинебис. Вот этот г выпадает. И происходит вот это вот. Кюзинебис. Поняли? Поняли, нет? Г, он выпадает и превращается, давайте я выделю, в Е, а вот это Е остается, Г выпадает и превращается в Е, и получается кюзинебис. Вот таким образом.
Перевод слова можно, пожалуйста? Кюзинек – это окно. Кюзинек – А, окно. да, понятно. Кюзинегбис – наше окно. Да, кюзинек. Вот это вот переходный период. Вот, и так правильно. Если скажете пистин кюзинегбис, ничего страшного, это не ошибка. Пистин кюзинебис тоже не ошибка, но это уже литературный вариант. Вот тоже этот случай. А вот в случае искрыгбис уже все не говорят, даже искрипс говорят уже на уровне разговора искрипс, да. Наше сообщение искрибс, а кюзинегбис еще в переходном периоде. Поэтому точно сказать, какие слова, допустим, правильно там, я пока, допустим, не имею информации полной по той лексике, которая вот подвергнута вот таким правилам. Можно еще одно слово? Дальше. Если вот русское слово хочешь сказать ваш паспорт, как получится? Вот паспорт. Да. Паспортнар? Во. Паспорт, смотрите, да, паспорт ваш. Ингар или инер? Паспорт. Ингар. Смотрим на конечный слог. А конечный слог у нас твердый, орт, да. Значит, прибавляем твердое. Ингар средним. И получится что? Паспорт. Во. Паспорт ты, ингар. Вот так. Сейчас. Вот, паспортыңар, ваш паспорт. Сіздердің паспортыңар бар ба? У вас есть паспорт? Допустим, да. Ну, вот такие вот. Менде суроо бар. Ага, че. По слову искиригим, то есть, когда я говорю, допустим, искиригим, менин искиригим, правильно? Да, менин искиригим, вот. Формально, да, вроде как правильно, но именно это слово, оно теперь минин искрим надо говорить. Почему? Потому что уже переход состоялся, и минин искиригим, оно как бы уже, это уже архаичное, оно как старое слово слышится. Мне просто интересно, кто этот переход делает. Народ делает, это не я придумываю, допустим, минин искрим. Искиригим, ну как бы уже это архаика уже, минин искрим. А вот шарлагым уже еще не архаика, кюзинегым тоже еще не архаика. То есть оно еще не устарело. Еще все пользуются употреблением. А вот это слово уже вошло. То есть слова в хакасском языке меняются, да, так понимаю? Да, вот. Это современные последние 20-30 лет, 50 лет. Почему это происходит? Это происходит в связи с развитием литературного языка, скажем так. Ну и в разговоре тоже как бы весновечен. Ну ладно, у нас тут время сейчас завершается. Так, ну Алгыспулзын, в общем, договорились. Спасибо. Алгыспулзын, спасибо. В общем, домашнее задание поняли. Выполняете в YouTube под этим видео. Надеюсь, оно у меня записано. Второе, проговариваете в WhatsApp фразы, которые вы прописали там в YouTube. Хорошо? И проговаривайте, чтобы мы учились говорить. Пельдистик. Понятно ли? Пельдистик. Отвечайте. Пельдистик. Ну, давайте. Че Алгыспулзын. Спасибо, что пришли. И небольшое такое сообщение, наверное, да. Если вы до конца дойдете, еще примерно 20 уроков я буду вести занятия бесплатно. Если вы все дойдете, там в конце, короче говоря, мы вам выдадим сертификат о том, что вы прошли начальный курс по изучению хакасского языка от НКО. У нас есть НКО Инетили называется, который занимается пропагандой хакасского языка среди общественности. Это не коммерческая организация. Она была зарегистрирована 2 года назад примерно. В общем, мы там пытаемся и работаем над развитием хакасского языка. Вот это мероприятие как бы оттуда, но в смысле от НКО мне никто не платит, это просто моя инициатива была такая. Ну, в общем, сколько у них уровней сертификатов? Пока это сертификат просто от НКО, ну, как бы мотивационный такой вариант, что ли, того, что определенная часть людей этим занимается и какой-то курс пошли. Конечно, там по уровням, пока бы нам, конечно, вот на наш настоящий момент, что нужно бы сделать, если бы мы разбили бы на уровни хакасского языка, пока у нас этого нету, к сожалению.
Но надо теперь этим заняться. Вот почему я сейчас пытаюсь это опробировать. Дело в том, что нам нужно разделить на уровни. То есть уровень начинающий, да, вот что значит начинающий уровень? Это надо реально провести занятия, посчитать слова, допустим, да, правила установить, там, объем прочитанной литературы, которую должны пройти вот начинающие, ну, если такое, короче, надо составить, в общем, какой-то комплекс занятий, чтобы это можно было считать как за первый уровень. Там какие-то тесты, видимо, должны будет. Ну, в общем, как у всех мировых языков, там, ну, тоже должны это сделать. Ну, я думаю, со временем поймем, что мы это сделаем. У меня вопрос созрел. А вот вы сказали, инетилим, это означает мать, Да. язык, да? А по-хакасски мать как будет? Вообще же, а ине это бабушка. Ине Ине. бабушка Ну, и женщина. Ну, просто я замечал, когда мы занимались, было по-другому, а сейчас вы сказали инека слово. Инетеле. Ну, Ине. инетеле это бабушка. Инетеле бабушка и женщина еще. Ну, у нас инне мыслится как бабушка, как человек уже как бы, как древний человек. Инетеле это язык древности, язык, ну, мы ассоциируем как вот с прошлым, да, вот в лице, в женском лице. Ну ладно, у меня тут сейчас все вырубится. Так. В общем, вы задание поняли. Встречаемся завтра в 8 часов. Там, да, сейчас.